страна находится в черном списке, не авиакомпания, а страна. Обходится очень-очень дорого для авиакомпаний за то, что мы в данном списке. Перевозчики европейские даже не заходят, потому что они тоже побаиваются. Сейчас уже идет отдача уже от индустрии, что они хотят, они видят, как говорится, свет в конце тоннеля. Черный список, согласитесь, не очень приятное словосочетание, тем более, когда речь идет не об одном человеке, а о целой стране. Сейчас разговор о Европейском Союзе, его так называемом черном авиационном списке и Кыргызстане, который находится в нем, к сожалению, уже практически 20 лет. За все это время были самые разные попытки выйти из него. Иногда успешные, иногда не очень. Но в этом году у нас есть шанс сделать все для того, чтобы, наконец, кыргызские самолеты стали летать в Европу. Кстати, вот то, что на мне находится эта самая жилетка, одно из требований техники безопасности, которые включены в новые правила Евросоюза. Черно-белые времена для гражданской авиации Кыргызстана настали в 2006 году. Страна попала в так называемый черный список Евросоюза. Это перечень стран, которые не соответствуют стандартам европейских гражданских авиаперевозок. В списке есть много и других государств, но нас ведь волнует только наша судьба. Тем более, что из всех стран Центральной Азии мы единственные, кого пока блокирует Евросоюз. 20 лет назад история началась с того, что профильное ведомство, то есть Государственный департамент гражданской авиации Кыргызстана, полностью не контролировал, что происходит в отрасли. Причем не только в небе, но и на суше. Ведь авиационная безопасность – это целый комплекс мер, главная задача которых, чтобы самолет без проблем вылетел из точки А и без происшествий приземлился в точке Б в любое время суток, в любое время года. Европейцы таких условий не увидели и надолго закрыли для нас свое небо. Впрочем, черный список – это не только и не столько полеты в Европу. Представьте, с 2006 года на протяжении 20 лет не было больших инвестиций в область гражданской авиации. И представляете, это все из-за черного списка, потому что придут к нам, допустим, страны, которые не с Евросоюза. Они ведь также смотрят, что все страны Евросоюза, то есть объединившись, да, создав Евросоюз, создали какой-то черный список и не доверяют стране. Это уже большой показатель. Это не так, что какая-то одна страна нам не доверяет. Это все страны Евросоюза в области гражданской авиации не доверяют нашей стране, представляете? И, соответственно, ни одна огромная инвестиция не прошла в гражданскую авиацию по данному поводу. Так или иначе, вот касаясь черного списка. Второй момент. Везде в новостях говорится, что купили за такую-то сумму, там, или примерно такой-то бюджет был выделен. Никто не говорит про кредиты, про лизинги, так называемые. А почему? Потому что это невыгодно, когда страна в черном списке, то есть большие ставки на кредиты, большие ставки там, на лизинг и так далее. Даже та же страховка, представляете, страховка на воздушное судно обходится очень-очень дорого для авиакомпаний за то, что мы в данном списке. Страновой имидж был испорчен, а кыргызская авиация оказалась с подрезанными крыльями. Полеты не прекращались, потому что те же государства бывшего Союза, страны Ближнего Востока и Восточной Азии пускали нас в свое небо. Но глобализация с каждым годом не оставляла нам выбора необходимости выхода из европейского черного списка. Ведь, по сути, этот шаг открывал перед нами множество новых возможностей, без которых говорить о полноценном международном развитии отечественной гражданской авиации не имело смысла. Даже вот для примера, недавно был такой случай. Я не буду говорить, с какой страной, но одна из европейских стран решила снять целое воздушное судно, зафрахтовать целое воздушное судно в наше кыргызское, внутри страны полетать. Им страховая компания в той европейской стране не дала разрешения летать внутри страны нашей, на данном самолете данной нашей кыргызской авиакомпании, потому что страна, вот еще раз хочу напомнить, страна находится в черном списке, не авиакомпания, а страна. А это уже серьезный вопрос. Представляете, мы туристический поток с Евросоюза постоянно теряем. То есть у нас и инвестиций нет, и туристический поток теряем, и дорогие воздушные суда, что влияет дальше, да, на и цену билета, и другие перевозчики европейские даже не заходят, потому что они тоже побаиваются. Хотя они могут зайти, но они побаиваются, потому что мы в черном списке. А это конкуренция. Сами понимаете, чем больше конкуренции, тем дешевле для потребителя, обывателя билеты или какие-то услуги.
Первые признаки европейской летной погоды для кыргызской авиации появились в 2023 году. Как сейчас принято говорить, была разработана дорожная карта последовательных действий вывода Кыргызстана из неблагоприятных условий. Экзамен пришлось держать перед ИКАО – Международной организацией гражданской авиации. Для справки, ИКАО состоит в структуре Организации Объединенных Наций. В нее входят 193 страны мира, и все они используют воздушное пространство друг друга. Очевидно, что без строгих правил соответствия и стандартизации в этот мировой авиаклуб просто не впустят. Но здесь нужно понимать, что если полет начинается с земли, то авиация – создание полноценной инфраструктуры. Финансирование выделяется сейчас как Госагентству гражданской авиации, так и индустрии в целом. Индустрия задышала. То есть, помимо этого, обучение наших сотрудников мы провели, очень большое обучение. То есть, у европейских авиационных институтов, которые курсы нам какие-то определенные провели, чтобы были международные сертификаты. Помимо этого, и в общем и целом, так сказать, политика в гражданской авиации изменилась, то есть и отношение изменилось благодаря политической нашей воле. То есть это как синергия всех этих моментов позволила, наверное, сейчас заняться данным вопросом и прийти к таким результатам, что мы сейчас видим на данный момент. А вы знаете, что общего между железнодорожным вокзалом и аэровокзалом или аэропортом, как мы его называем? Это перрон. В данном случае это такая большая асфальтированная площадка, на которой находятся самолеты. В железнодорожном варианте перрон – это площадка, с которой люди садятся в свои пассажирские вагоны. В нашем случае они садятся в самолеты. По современным стандартам, для того, чтобы загрузить самолет зарубежного маршрута или авиарейс, необходимо, чтобы люди проходили в него через такой специализированный трап, который правильно называется рукавом. Сейчас в Манасе их 4. После реконструкции их станет гораздо больше. Впрочем, чтобы доставить пассажиров с удобствами, нужно, чтобы аэропорт отвечал всем требованиям не только комфорта, но и безопасности. И сейчас вы видите, как главные воздушные ворота страны трансформируют свой технический арсенал. Это яркая гирлянда огней 3-й категории сложности, новая система посадочных огней. Она позволяет взлетать и садиться самолетом при низкой видимости, например, в туман. Это значит, что задержек вылетов и прилетов будет минимум. Вместе с этим это позволит аэропорту Манас повысить рейтинг как инфраструктурному объекту с высоким уровнем сложности. Проще говоря, зарубежные авиакомпании теперь смогут прилетать в Бишкек без видимых ограничений из-за того, что уровень безопасности авиаперелетов повышен. В марте это уже финальная, так сказать, стадия всей нашей трехлетней работы по данному вопросу, по черному списку. В марте должны прилететь инспекторы ИАСА, то есть это Европейское агентство по безопасности полетов, и именно сотрудники данного отдела, называется Генеральный директорат по мобильности и транспорту Евросоюза. И это уже будет финальный аудит со стороны Евросоюза, с результатами которого они уже уедут в Евросоюз. И в мае месяце на комитете по транспорту именно Евросоюза будет принято решение, выводить нашу страну из черного списка или нет. То есть это сигнал о том, что Евросоюз уже на 80-90% доверяет и признает наш прогресс в данном вопросе. И это, так сказать, уже большой шанс того, что мы выйдем из данного списка. Еще один показатель того, что отечественная авиационная отрасль развивается, это реконструкция не только столичного, но и всех аэропортов страны. Если вспомнить, что Кыргызстан преимущественно горная страна, то воздушные пути иногда выглядят предпочтительнее, чем сухопутный транспорт. В таком случае авиасообщение для пассажиров отдаленных регионов становится крайне актуальным. Пусть это дороже и не так часто, как хотелось бы, но в любом случае полет экономит время, силы и нервы. Если прибавить сюда будущие перспективы развитого международного сообщения, то очевидно, что чем больше в стране аэропортов, тем больше шансов, что бизнесмены и туристы смогут прилететь в любой населенный пункт страны. Это Государственное агентство гражданской авиации Кыргызстана. Те, кто в теме, очень легко это смогут понять по этой интересной архитектурной пристройке, которая очень похожа на диспетчерскую вышку. На самом деле это и есть диспетчерская вышка, из которой когда-то руководили полетами целого аэропорта. Сейчас тоже руководят, но уже в масштабах всей страны. И есть надежда, что эти полеты будут бесперебойными, но самое главное – безопасными.